Шахтерлор шаарчасындагы туристтик жаңы дем. Айтылуу Жыргалаң шахтасы Каракол шаарынан 60 км алыстыкта жайгашкан тоо койнундагы чакан айыл. Бирок советтик мезгилде шаарча тибиндеги кыштак аталып толугу менен Москванын камсыздоосунда болуп келген. Кезинде бүтүндөй айылды иш менен камсыз кылган шахтада азыр болгону 30дай гана киши иштеп, көпчүлүгү дээрлик ишсиз калган. Далайы көчүп дагы кеткен. Деген менен жаратылыштын байлыгын казбай эле ага суктанып гана акча тапса болорун азыр Жыргалаң айылынын тургундары жаңыдан өздөштүрүп келе жатат. Толугу менен тоолордун курчоосунда турган Жыргалаң өрөөнү чет элдик коноктор үчүн жайкысындагы, кышкысындагы кызыктуу. Эми илгери чынында айтканда Союз тараганга чейин Москва камсыз кылып уякта деген эч кандай баягы эл үчүн проблема болгон эмес да. Өнүккөн шаарча болуп аталчу Жыргалаң айылы. Ата энеси эмне менен эмгектенсе, балдары да горный окууларды бүтүшкөн да. Анан азыр тышкы баягы таласта, кумтөрдө көп эле биздин кадрлар иштейт. Андан башка тиги Россияга да кетип калышты. Ошол. Ну, во-первых, люди начали не стали уезжать отсюда. Вот, это главное. Они, значит, стали благоустраивать свои дома, чтобы принимать уже в зимнее время, да? Здесь вот у нас трехместный домик. Наши отдыхающие, в принципе, люди не капризные, они знают, как бы, что находится высоко в горах. И для них прям такие шикарные условия пятизвездочных отелей они не требуют. Как бы они максимально у нас такие, более, наверное, как аскеты, наверное. Им надо, чтобы была природа, было где поспать, принять душ. Ну и самые первые необходимые для жизни. И вкусно поесть, да, наверное? Да, и вкусно поесть. Здесь имеется санузел с горячей холодной водой. Холодная и горячая вода. Имеется душ, где человек может ополоснуться, и унитаз. Мен да тажрыйба алып, үйдү конок тозгонго уже шарттарын жасап койдум. Только бизде канализация, анан суу кириш керек, баягы мурунку бузулуп кеткендерди кайра восстановить этип атабыз да. Даже не в самые снежные года здесь лежит 1,5-метровый снег. Это самое важное для лыжников, для горных лыжников, для скитурщиков. Сам рельеф, видите, вокруг поселка 360 градусов, везде горы. Сегодня 20 мая, да, а снег еще лежит. И поэтому вот это место с каждым годом начинает набирать обороты, становится популярным. Вот. У нас, например, с дома есть такое понятие, как катание с крыльца, да? То есть человек одевает лыжи и уходит прямо с крыльца на целый день. Вот. И заброски на снегоходах мы проводим, также заброски на лошадях, horseback country, так называемые, да? Очень много зимних видов. Мы тоже проанализировали, все-таки вот этот вот ландшафт, видите, вот эта природа, да, очень хорошее благоприятствует для, допустим, для кумыса лечения. Это вот одна из первых направлений, да? Все, пойдем, братец, вперед, мой провожатый. На второе, да, тоже немаловажно, это треки. Это пешие, значит, маршруты, восхождения небольшие. У нас здесь сама дестинация наполнена очень многими интересными вещами. Классные горы. Здесь можно ходить не просто вот здоровым людям, да, те, которые... Здесь можно любой возраст. Да. Мы даже с Фатимой Апой ездили в горы, и она ходила по горам. Кстати, ей 80 лет, это мама Эмиля. 48 километров до киргизско-казахской границы. 48 километров. А по прямой где-то километров 25. Мы сейчас стоим по пути в Джиргалан. До Джиргалана осталось буквально 3 километра. А вот здесь вот можно видеть дорогу, которая в горы уходит. По этой дороге можно попасть на границу с Казахстаном, то есть пост Башарана. И до Кегени, получается, с этой точки где-то 39 километров. У нас очень удобная дорога, вот как оказалось.
С Алматы, со старого автовокзала до Кигини ходит каждые полчаса такси. Есть те, которые семиместные, очень комфортабельные, новые, хорошие машины, 2000 тенге. И от Кигения до границы за машину 2000 тенге тоже. Границу прошла 5 минут. На границе меня встретил Эмиль, и мы приехали. Причем по пути уже Эмиль там стал показывать. Причем там, где Бекмамбетов снимал клип, да, где войско Тимирлана бросало камни. Это вообще там уже много чего узнал. А здесь это вообще это супер. Вот. И в рамках этого проекта мы уже провели несколько таких масштабных мероприятий. Значит, самое такое масштабное это было открытие зимнего сезона 2015-2016 год. Зимнего сезона в Джиргалане, вот, на который были приглашены российские, европейские блогеры, были блогеры с Америки. Был очень действительно колоссальный толчок в том плане, что люди начали уже говорить о Джиргалане вслух. Кроме этого, мы провели несколько тренингов, допустим, по рукоделию. Приезжали мастера, тренеры, проводили для местного населения, да, чтобы занять народ. У нас есть, оказывается, тоже свои рукодельницы, просто надо было их чуть-чуть обучить. Вот, сейчас они этим делом занимаются. Потом мы провели, значит, тренинг по кеттерингу, значит, по кулинарии. Значит, провели очень такой большой масштабный тренинг по лавинной безопасности для местного населения. Тренингте лавина жүргөндө кандай сактаныш керек, адамды кандай издеш керек, кайсы жерлерден лавина өтүшөт, ошолорду көрсөткөнү, кайсы жол менен басыш керек, ошолорду үйрөттү. Кардын алдында кандай дем алышты, кандай жатышты, ошолорду үйрөттү, бардык нерселерди. У нас в планах с проектом BGI это пригласить, значит, волонтера, носителя языка, чтобы он жил здесь, чтобы он жил в этом поселке, общался с местным населением, но с таким уклоном, чтобы он разбирался в туризме, чтобы он был как бы проводником вот, наших идей тоже. При помощи USAID в этом году мы получили грант для оборудования для фрирайдеров и скитурщиков. Это получили по 5 комплектов, значит, полностью ботинки, фрирайдовые лыжи, 5 пар, вот фирма Blizzard, они все современные, сплитборды, тоже в количестве 5 штук. Также необходимое оборудование при спасательных работах — это лопаты в количестве 5 штук, бипера, аэрбэги. Здесь вот палочки. Очень дорогостоящее оборудование, действительно, которое не может позволить каждый себе купить. И я думаю, это будет очень большим подспорьем, да, для нас и для отдыхающих, потому что удобно приехать сюда, допустим, налегке, взять в аренду здесь лыжи, ботинки, палочки, лопату, щуп, рюкзак и сразу уйти в город. Ну, вы знаете, вот любой, даже на примере нашего Каракола, да, если Каракольская горнолыжная база, да, она почти градообразующее предприятие. Вы сами знаете, да, около 200, даже больше 200 гостевых домов построено, да. Это, если это умножить каждый гостевой дом по 10 человек, это около 2000 человек имеет работу. Это дает только одна горнолыжная база. А в поселке живет 1200 человек примерно, да? Здесь просто даже трудового ресурса не хватит, чтобы обслужить, допустим, одну только горнолыжный курорт. Ну пусть будет это не цифра не 200 тысяч, да, а 100 тысяч. И где мы будем их размещать и где они будут кататься? То есть мы смотрим на перспективу, потому что имея такие ресурсы, да, и не имея горнолыжных курортов, это просто абсурд какой-то получается.